Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, уважаемые братья и сестры. Да поможет Аллах нам во всех праведных делах. Амин. Аузу биллахи мина шайтани раджим. Бисмиллахи рахмани рахим. Аллахума салли ва саллим ва барик алейхи. Субхан куддусун раббуль валь малайкати ва рухи. Уважаемые братья лезгины, я обращаюсь во имя Аллаха милосердного к вам, ко всем братьям моим, лезгинам и лезгинеязычным народам. Я слышу от многих людей, многие братья лезгины держатся на стороне, боится приближаться во имя Аллаха ко мне. Я прошу, не бойся, бойся только Аллаха. Я на пути справедливости нахожусь. Я обязан говорить правду во имя Аллаха. В моих словах нету неправды. Поэтому я вас всех призываю держаться вокруг меня. Сплоченность ваша находится во мне, во имя Аллаха. Только вы так можете решать все вопросы, что касается лезгинского народа, что касается, который живет во всех районах в Азербайджане, наш народ. Они очень в трудном положении. Поэтому мы должны протянуть руку всем нашим лезгинам и лезгиноязычным народам Кавказа. Мы обязаны сплотиться и на пути Аллаха решать все наши внутренние проблемы нашего народа, начиная от сельскохозяйственных, кончая до оживить полностью горских народов Кавказа. Мы обязаны создать жизнь на наших землях. Поэтому я вас призываю, не оставайтесь в стороне. На стороне только могут остаться те люди, кто идет против нас, нашего народа, кто предает интересы нашего народа Лезгистана. Поэтому разумные лезгины, умный народ всегда должен следовать за своими имамом, кто доверял свою честь, совесть. Поэтому, мои братья, ваша сплоченность на пути Аллаха страх наводит на ваших врагов. Воистину, Аллах делает страх в их сердцах. Когда вы будете сплочены вокруг меня, у азербайджанских правительств появится много проблем, требований народа. И мы будем решать все требования нашего народа. Если они не будут решать требования наших народов, мы заставим их все это делать. Потому что мы перед Аллахом справедливо. И призываю всех объединиться, всех политиков, аналитики, всех, кто ученой степени держит в нашем народе, а также всех там профессора, ученые люди, интеллигенции, вы все обязаны сплотиться вокруг меня, потому что сегодня жизнь на кон стоит нашего народа. Мы обязаны это все вопросы в сплоченном виде решать во всех инстанциях во всем мире. Поэтому, мои братья дорогие, кто может ручкой бороться против врагов, кто могут языком бороться против врагов, кто могут силой бороться против врагов, мы нуждаемся во всем сегодня во имя Аллаха, дорогие мои братья. Некоторые азербайджанские политики говорят, мусульмане не имеют права влезть в политику. Политика – это и есть правда. Политика решает все вопросы народа, поставит все вопросы народа перед всеми странами мира. Это и есть справедливо.
Политикой могут заниматься все люди, кто занимается искренне ради своего Господа, помогать людям, соседям, всем людям во всем мире. Политика сегодня Азербайджан нам хочет указать, что мы, лезгинский народ или духовные люди, которые думают, мечеть это твое, ты оттуда не выходи из этой норы и ничего не говори. У них такое размышление неправильное. Имам выбирает для того, чтобы имам смотрел за своими сельчанами. Имам выбирает для того, чтобы имам смотрел полностью свой народ. Имам – это который впереди идущий человеку, говорят в переводе. Поэтому я сегодня у вас впереди иду, защищаю интересы нашего народа не сегодня, а с 90-х годов еще. Поэтому я хочу выполнить обязательства, которые поставил у меня на плечах Аллах. А также последнюю просьбу даже генерал Кахриманов мне умолял, чтобы я взялся за наш народ и до конца довел до последнего. Потому что именно генерал Кахриманов Михиддин Хало доверял мне все, что касается лезгинскому народу. Вы знаете его хорошо, генерал Кахриманова, как он находился под давлением правительства Дагестана, как убили его жену, по кускам рубили, они издевались. Вот многих наших лидеров, садвалистов, подпольная организация Садвал, почти всех они убирали, разведки Азербайджана. Они не оставляли. Вот я пришел сейчас во имя Аллаха, как лидер Садвал организации. Я пришел к вам, как имам Лезгистана. Да, я находился в тени столько времени. Я хоть находился, я со всеми связь держу, и держал, и управлял. Последний, который у нас был лидер Садвал организации, это Примов Насир был, Магарамкент из Мехарам Фурюви. И его тоже убили. Они бросили морг. Все это делается по заказу правительства Дагестана. Поэтому правительство Азербайджан, правительство Дагестан, который служит мафиозным системам, клановым системам Азербайджана, издевается над нашими лезгинами. Они говорят, покажите ролики. Зачем нам им ролики показать, когда они открыто это борются с нами, убивая наших лезгин, закрывая в тюрьмах, убивая в тюрьмах их. Поэтому Исапский Сулидин есть. Их тоже из всех убили они в тюрьмах. Что они сделали? Требовали все, что касается лезгинов. Кто что требует для лезгин, они всех их убивают. А сегодня они говорят, азербайджанские правительственные люди или спецслужбы их не говорят, что мы не издеваемся с лезгинами, мы братья. Как вы, братья, может быть у нас, когда вы столько горя сочинили нашим народом, начиная с того времени революции? Вы сегодня это все хотите свалить, настраивать наш народ против армян. Мы не глупцы. Нам тоже дал Аллах разум, чтобы различать, что такое добро, что такое зло. То, что сделал Советский Союз, это дела не пишите на Россию. Потому что Россия – это другое государство. Советский Союз – это другое кошмарное государство. Аллах в Коране, в Писаниях, во всех Писаниях Аллах сообщает нам, праведникам, верующим, различать, что такое добро, что такое зло. Когда мы размышляем, Советский Союз, кто такой, да, это действительно была власть джина, красного дракона, который адский. Он строил через Ленина, строил свою империю на земле. 7 голов этого дракона был 7 царей. 10 рогов этого дракона был 10 республик вокруг него. Он находился в середине. Да, я тот младенец, который родился во время этого красного дракона в 1965 году.
Аллах сохранил меня от его власти, скрывал меня в пустыне, где Барсагельмесе. Поэтому 1260 дней. Я лучше знаю историю во имя Аллаха. Аллах все это предопределил в Писаниях, предсказано все. Поэтому я вас призываю. Я есть тот человек, который будет решать все вопросы лезгинского народа. Я призываю вас всех, мои братья, единство, сплоченность. Кто не будет сплоченность держать, считай, что они или изменники, или предатели, которые работают на спецслужбе Азербайджана. А вы рассудите сами, кто вокруг меня не будет сплоченность держать нашего народа. Поэтому я буду различать тех людей, они будут входить в список как будто предатели. Почему они сплоченность не хотят? Я слышу, некоторые лезгины боятся даже вокруг меня находиться. Почему они боятся? Потому что я прямой человек. Они думают, от меня идет опасность. Я за правду готов хоть умереть. Главное, я прав перед Аллахом и вернуться буду к Аллаху своей правдой. И не бойся никого, вы тоже, мой народ, потому что наши предки никогда не боялись. А зачем мы должны бояться у своих врагов? Да поможет нам Аллах великий, всемогущий, всезнающий. Он только открывает сердца. Многие там неграмотные мусульмане говорят, они джахиди, они кафири, они далекие, они не в исламе. Причем это, когда пророк Мухаммад приходили, те люди, которые намаз не делали, тоже ходили за ним, защищали правду. Правда, везде есть правда. Сегодня даже мой народ за правду будет стоять, за правду будет умереть, все равно они будут мученики на пути Аллаха. Правда – это вершина это всего, что Аллах создал на этой земле. Правда говорит, правда выше смерти. За правдой должен следовать только праведные мусульмане, которые не боятся ни от кого, кроме Аллаха. Вот к чему я вас призываю, мой народ. За то, что вы боитесь, за то, что вы избегаете от своих родственных связей, вы отдаете все врагам, чтобы враги ваши топтали ваши земли, честь вашего народа. Вы не должны этого допустить. Вы себя называете и орлами, и кем угодно, но вы обязаны вашим матерям, вашим сестрам, братьям. Поэтому вы должны честь нашего народа сегодня защищать, а показать вам путь истинный. Я покажу, как ваш лидер. Я покажу вам, инша Аллах, во имя Аллаха. Пусть будет у нас благословенный дом нашего народа. Пусть будет в нашем доме наше все, что Аллах нам дал в этом мире. Хоть мы не держимся за этот мир, но земля, которую подстелил под наши ног, это наша Родина. Мы за него ответим судный день перед Аллахом. Мы должны платить на пути Аллаха закат после того, как мы уверовали, сделал намаз. Мы обязаны все лезгинский народ платить закат на пути Аллаха. Закат тоже делится на 8 частей. В Коране говорится, это все. У нас сегодня нет ничего. Мы находимся под давлением даже с обоих сторон. Со стороны Азербайджана и со стороны даже духовной управления Дагестана. Наши земли, наши мечети, наши все захвачены ими. Они идут еще у Эльхам Алиева, медали получают там за хорошее качество.
Поэтому мы, Южный Дагестан, не должен допустить этих людей. Хоть они будут духовное управление, все разведки азербайджанские спецслужбы находятся и там, и везде. Поэтому азербайджанцы, которые живут клановую систему, поддерживающую азербайджанцев в Дербенте, ведут политику Гайдара Алиева. Семейные родственные связи у них с ними. Ведут политику Ильхама Алиева против нас, против нашего народа. Поэтому мы должны полностью раскрыть все тайны их, с кем они связаны, на кого они работают. Мы должны знать, потому что наша лезгинская разведка, лезгинская служба безопасности мы должны создавать в первую очередь. У нас есть грамотные люди, которые будут возглавить лезгинские службы безопасности. Поэтому я вас всех призываю, мои братья, прочность держите крепче. Держитесь Аллаха, и вы увидите, это прочность. Многие задают вопросы, ненужные вопросы задаете. Извините, братья мои, я просто-напросто много вещей пока не могу поднять. Время придет, я подниму. Я знаю врагов нашего народа, всех знаю в нашем народе. Я их не могу объявить сегодня. Почему? Потому что если я буду объявить, они разбегутся все. Мне надо спокойно, тайно работать. Я находился много лет среди народа, и все, что дал мне понять Аллах, я знаю, кто есть враги наши. В нашем народе много наших враги, лезгины, которые сами ради деньги, ради чего-то продают интересы нашего народа. Поэтому мы обязаны сегодня поставить точку во всех делах, которые против нашего народа совершает. Воистину Аллах с нами, дорогие мои братья. Да поможет нам Аллах на его пути осуществить наши цели восстановления из пепла нашей Родины. Амин, амин, амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие братья мои. Аллаху амин.